Тяжелый, энергозатратный матч, исходя из погодных условий. Хорошая игра была с обеих сторон. Практически команды играли без центра поля. Были, скажем, моменты, веселая, хорошая игра. Нам где-то улыбнулась удача. Поэтому очень рад победе. И в то же время победили организованную команду с хорошими рисунками игры, с поставленной игрой. Поэтому тем приятнее, почетнее победа на выезде. Спасибо. Переходим к вопросам. Валерий, пожалуйста. Игорь Николаевич, сегодня классную игру показал Марушич. 4 удара, из них 3 скора и 3 гола. Как вы выбрали? Ну, Марушич, во-первых, достаточно серьезного уровня нападающий. На тренировках в прошлых играх ему не везло, но здесь заслуга не только Марушича, заслуга Кагемяна, заслуга Якимова, которые, в принципе, ему создавали стопроцентные голевые моменты, предголевые, ему оставалось только исполнить. Спасибо. Евгений. Евгений Николаевич, показалось, что перелом матча внесла в том числе и лучшая физическая форма вашей команды, как летом. Когда выигрываешь матч, можно говорить все, что хочешь. И формы, и без формы, как хотите. Ну, нам, видите, нам повезло, Марушич не использовал момент, будет на выход 1-1. Да, тут же стопроцентный момент у Слави, как там можно было не забить с 1 метра. Поэтому здесь как бы все складывается. Ну, просто что в конце Славия не смогла оказать давление, в принципе, после 3-го гола мы продолжали контролировать, держать. Нет, мастеровитая команда, хорошая, ребята. Они знают, что делать в трудной ситуации. Спасибо. Валерий. Игорь Николаевич, сегодня в ряде эпизодов Милан показывал высокий прессинг на чужой половине поля. Как это скомпонировать? В этом году собрался, все-таки команда строится, может даже не год, может не 2. Она строится не только исходя из каких-то технико-тактических действий, но она строится еще из человеческих качеств. Так вот в этой команде, смею вам сказать, что нет негодяев, они одержимые люди, и они выполняют то, что мы просим их выполнять. То есть они занимаются художественной самодеятельностью на поле, как это было раньше. Поэтому и в принципе под этих игроков мы перестроили игру. В этом году мы стараемся, если мы в прошлые годы старались играть за линией мяча, где-то на какие-то уповать контратаки, сейчас мы, исходя из подбора исполнителей, исходя из дисциплины, которая есть, мы к этому надо было прийти. Спасибо. Евгений. Помнит ли Ковалевич, тренер Ковалевич, игрока формы возраста команды? Ну, конечно. Конечно. Всегда очень приятное впечатление оставляет город. Неприятно сюда приезжать. Они самые... Вот моя сейчас команда где-то в некоторой степени по мужскому духу напоминает ту мозырскую команду. Может, она не обладала, я сегодня хорошим словом вспомнил, Стаса Короткевича, который 10 лет нет с нами. Вот, но мы выходили, были какие-то определенные проблемы там, с деньгами, со всеми, но мы выходили в каждом матче драться, несмотря на соперников. Спасибо большое. Валерий. Игорь Николаевич, с чем связана замена Жуковского в начале второго тайма? И почему после этого Забелин поднялся выше? Ну, в принципе, у нас проблема скорее была с Кантарией. Он получил там, скажем, недомогание, он не играл, он не готов играть. А вообще Забелин, он классический 10-й номер, мы его опустили ниже. Ну, Валера, учитывая силу возраста 36 лет, учитывая погодные условия, он в те 60 минут, которые были ему отведены, там 55, он сделал все, что мог, нам надо было освежить и поднять Забелина и выпустить Кантари. Игорь Николаевич, сегодня первый раз в сезоне Курганский вышел в стартовом составе, из-за дисквалификации Дубеля. Как его игру оцените и есть ли вина его пропущенного? Пропущенного вина всей команды Курганского, в том числе, я бы его не стал, там был рикошет, он просто не смог среагировать. Я могу вам сказать, что Курганский объективно проиграл конкуренцию Дударю, да? Но сейчас ему предоставился шанс, он его использовал, сейчас будет играть Курганский. Он хорошо сыграл, учитывая, что Лозер там и подачи сделал, на выходах уверенно сыграл, поэтому он спас голевой момент, он вообще вытащил такой мяч сумасшедший.
при котором игра могла перевернуться в другую сторону, а счет был 1-1. Юрий, следовал последний вопрос. Юрий Николаевич, в прошлом сезоне в нем не выстрелил Алыкулов, в этом сезоне Казимян, ну и Маршич. Насколько Алыкулов уехал, насколько будет трудно удержать Казимяна? Ну, вы правильно сказали, что Алыкулов выстрелил, потому что его никто не знал. Мы ждем, что выстрелит Шагибаев или Иванов. А что касается Кадимяна и Марушича, у них очень хорошая связка, все-таки люди достаточно для футбола серьезного возраста и уже, можно сказать, состоявшиеся мастера. Поэтому, конечно, где-то у него в прошлом году было не очень удачный, может быть, сезон, но то, что как он свою футбольную карьеру проводил, он приехал в Неман, ее перезагрузить, я думаю, у него получается. И у него на него уже сейчас есть спрос, поэтому что он может делать? Спрос сейчас имеется в виду... В этом трансферное окно, да. Игорь Николаевич, говорят такое мнение, что чтобы построить команду, ну, создать ее, нужно именно тренеру 3 года. Вот вы в Немане уже больше 3 лет, можно ли говорить, что вот этот нынешний Неман это та команда, которую вы хотели видеть? Скорее всего, можно, но как больше 3 лет? Я пришел в 2016 году на 2-й круг, в общем, там было не до построения, там надо было оставлять команду. Вот. Сейчас вот этот 4-й, 17-й, 18-й, 19-й, ну, у нас какие-то 17-й где-то получилось, была какая-то все-таки текучесть карт, шла какая-то притивка, все-таки, знаете, ну, можно сказать 3, можно за 2, можно за год построить. Ну, так говорят, все равно ты что-то ищешь, и путем каких-то методов проб и ошибок мы тоже ошибаемся, но к чему-то ты, если стараешься правильно делать, к чему-то ты должен прийти, ты должен видеть свою цель, свое какое-то видение, как все это выстрелит. Вот это видение в этой команде я вижу, и мне приятно с командой работать, у нас с ней полное взаимопонимание во всех вопросах, и тренировочных, и бытовых. Поэтому вот такую команду должен быть тренер, хочет видеть независимо от места. Последний. Игорь Николаевич, вопрос еще по Иванову нападающему. Он до этого сыграл только в чемпионате 9 минут, сегодня вышел на замену в конце. Но, видимо, проигрывает ли он конкуренцию и какие его перспективы? Ну, вы знаете, у нас команда с небольшим бюджетом, поэтому мы скрупулезно ищем футболистов в первой лиге, белорусов. За Ивановым я давно следил, у него была травма. Я еще когда-то был консультантом Минского торпеда, мы его брали 18 лет. Он квалифицированный, ну, конечно, он объективно проигрывает конкуренцию и Марушичу. У нас еще сейчас поднимется Коваль после травмы. Поэтому всех не выпустишь, он работает. И я думаю, что постепенно при каких-то сложившихся обстоятельствах его шанс наступит. Мне понравился, как он сегодня вышел. Поэтому мы взяли Басевича с Лиды, мы взяли Ицкевича со Сморгони. Вот сейчас же основным игроком со Сморгони взяли, когда, собственно, 2 года назад Яблонского. То есть мы не идем по пути, чтобы много дать денег футболистов, кого-то купить, а где-то какая-то идет селекционная хорошая работа, кто-то предлагает. То есть, на самом деле это должно все совпасть, и желание футболиста, и человеческое качество, и наше видение. Вот по такому пути мы идем. Спасибо. Хочу поздравить команду соперника с победой, заслуженной победой. Абсолютно заслуженной победой. У нас сегодня абсолютно ничего не получалось. Абсолютно ничего не получалось, ни в атаке, ни в обороне. Поэтому результат закономерен. Спасибо. Переходим к вопросам. Поехали. Михаил Алексеевич, прокомментируйте, пожалуйста, игру Славии, если можно, в переходных фазах из обороны в атаку, из атаки в оборону. Не было переходных фаз сегодня. Я говорю, сегодня абсолютно ничего не получалось. Ни из атаки в оборону мы не бежали, не успевали назад. И в атаку мы выходили очень медленно. Поэтому можно ответить так, что их просто не было. Вот те моменты, когда в футболисте ничего не получается, это спорт, где всегда есть циклика волнообразная или что-то иное. Еще раз. Говорят, что спорт всегда, в том числе командные виды спорта, есть пик, есть подъем, есть прилив, есть отлив. Вот сейчас команда находится в этой фазе или это стечение обстоятельств? Что не получилось сегодня? Я не думаю, что течение обстоятельств. В принципе, в последнее время у нас не получается, пытаемся разобраться, в чем проблема. Поэтому, так как сегодня слаживалось, там на жилах вытащили игру с Белшиной, сегодня, в принципе, такой же сценарий, где мы очень много позволяем соперникам в своих ворот, а сами же очень мало создаем чужих ворот.
Понятно, что, наверное, произошел какой-то спад. В принципе, команда не может ровно идти весь чемпионат, но, к сожалению, наверное, мы в такую ситуацию сейчас попали. Надо быстрее из нее выкарабкиваться и двигаться. Больше другого пути нет. Спасибо. Михаил Васильевич, почему заменили Васильевича после первого тайма и была ли это замена плана? Ну, то, что плановая она была, да. Почему заменил именно после первого тайма, потому что не совсем устраивали его действия игровые. То есть нам хотелось больше остроты у ворот соперника, но, к сожалению, идея не все получалось, поэтому замена такая даже напрашивалась. Михаил Васильевич, Ковалевских его заменили, там, судя по всему, из-за травмы. Пока можно сказать, что там серьезно? Ну, не знаю, там серьезно, не серьезно, там, почувствовал, что не может дальше играть, поэтому. Переход дублирующего состава на естественное поле в Козинке связано в том числе с тем, что большее количество игроков основного состава будет играть за дубль. Ну, на натуральных полях все-таки главная команда тренируется на натуральных полях. При игре за дубль только можно получать игровую партию. Там искусственное поле, понятно, что переход очень тяжело для многих футболистов. Мы на этом потеряли Маркевича на этом переходе и боимся потерять других людей. В принципе, поэтому переход в натуральный газон, ну и там, в принципе, неплохой газон, я думаю, что должен быть на пользу всем. Спасибо. Михаил Васильевич, сегодня составе соперника хитрик сделал Марушич. Насколько сюрпризно это стала его игра и взяли перед подготовкой особое внимание к этому игроку? Ну, мы практически каждую линию разбираем, выделяем подготовку все сильные стороны соперника, начиная от вратаря и заканчивая нападающим. Поэтому то, что сегодня Марушич забил 3 гола, что он забил сегодня 3 гола, в принципе, это наша безобразная игра в обороне в первую очередь. Ну и, наверное, исполнительское мастерство Марушича. Михаил Васильевич, в этом сезоне Славия пока из 15 очков дома набрала лишь 6. Ну, чем объяснить, что пока дома хуже играет, чем? Чем объяснить? Не знаю, чем объяснить. В принципе, понятно, что домашние команды должны больше играть в атаку, поэтому, наверное, в большей степени у нас получается дома. Мы открываем очень много свободных зон, куда входит соперник, в принципе, и реализует. Да, очень плохо, обидно, что мы не можем порадовать победами домашние победы своего болельщика. Спасибо.